Guten Abend, витаю вас, приветствую, шалом алейкум, hello, друзья. Так, на каком языке еще не сказал, напомните, скажу обязательно. Всех приветствую, друзья, всю мою многонациональную публику. Всех вас, друзья, приветствую, сердечно, с большим уважением к вам. Так. Сегодня 15 сентября 2025 года, 18 часов 2 минуты по Берлину и 19 часов 2 минуты по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Так. Сегодняшний свой стрим я назвал «Горячая точка Украина, НАТО и атака России». И атаки России. Об этом давайте и многом другом поговорим. Та же тема. Тема одна и та же, да. Тема одна и та же. Права человека, наша безопасность и все остальное, друзья. Стрим у нас, как обычно, на YouTube-канале Реалити и на канале TikTok Аслан Арцуев. Все, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Заботьтесь о вашей безопасности, друзья. И так, Леон. Хотел начать свой сегодняшний стрим. Полиция считает, сообщает Deutsche Welle на русском, полиция считает диверсию главной версией пожара на железнодорожном вокзале на железной дороге между Берлином и Ганновером. Улики, обнаруженные на месте пожара у железнодорожных путей в Лерте 13 сентября, указывают на поджог при отягчающих обстоятельствах, заявила пресс-секретарь полиции Ганновера. Deutsche Bahn ранее называли вероятной причиной возгорания релейного шкафа вандализмом. Из-за возгорания блока предохранителей релейного шкафа в Лерте в Германии уже несколько дней наблюдаются проблемы с движением поездов между Берлином и Ганновером. Скоростные поезда, следующие из Ганновера в Берлин, перенаправляются на другие пути, что приводит к опозданию в среднем на 25 минут. Поезда из Берлина в Ганновер следуют большей частью по привычному пути. Некоторые поезда в обоих направлениях отменены. Вот такая вот ведется диверсионная террористическая война против Германии. И Германия — это главная страна, которую фашисты российские атакуют, так как в их планы входит восстановление власти, разделение Германии и восстановление своей вот этой ГБшной власти на территории ГДР, на территории бывшей ГДР. И в связи с этим одна часть немецкого истеблишмента и политики пытаются защититься. У нас здесь, как известно, демократия, свобода слова и все остальное, правовое государство. А другая часть пытается всячески сделать так, чтобы раскачать эту ситуацию. И вот всем известная Татьяна Фельгенгауэр, да, все ее знают, это российская пропагандистка, которая на протяжении десятилетий, когда шел геноцид чеченского народа, делала все возможное, чтобы не замечать его, либо оправдывать геноцид, совершаемый ее фашистской российской властью. Пишет следующее. Лишение россиян виз в ЕС лишь подыграет Путину, считает колумнист Deutsche Welle Татьяна Фельгенгауэр. Теперь Татьяна Фельгенгауэр на Deutsche Welle, как вы понимаете. По ее словам, туристические визы — один из немногих способов для антивоенно настроенного россиянина оказаться в стране, где можно запросить политическое убежище. Кроме того, такая виза — возможность родителям увидеть детей, которые вынудили уехать из России. Какая трогательная причина. Безусловно, по телефону посмотреть нельзя. Я, например, не могу попасть в Россию, да, потому что фашистская Россия
терроризирует меня и объявляет меня там разными уголовными делами, меня награждает. А я не могу попасть во временно оккупированную Ичкерию по той же причине, так как моя Ичкерия находится под оккупацией фашистской России. А вот им нужно приехать сюда, понимаете? Вот о чем они говорят. Такое впечатление, я не верю, что вот эти люди, абсолютно, ни на секунду я не верю, что эти люди не понимают, что происходит. Они часть этой ГБшной пропагандистской системы, которая сделала из Путина тем, кем он сейчас является. Они, вот эту КГБшную систему, они жили спокойно в Москве, они там занимались этой пропагандой. Я как чеченец, сейчас украинцы только столкнулись с этим, да, только, условно говоря, 11 лет. Так что не так уж и только, но все равно. А мы всю свою жизнь, я всю свою сознательную жизнь, можно сказать, там, с начала Первой русско-чеченской войны или даже 91 года, уже знаю, что это за пропаганда, что это из себя представляет. Это абсолютно беспримесное зло. Как правильно сказал президент Джо Байден, президент Соединенных Штатов. И теперь, когда одна часть Германии, и реально понимаю, вот происходят теракты, поджоги, убийства, все, что только не происходит, пытаются отгородиться. Не только нужно не впускать вот этих всех, которые сюда собираются приехать, увидеть там детей, там маму, папу и так далее. Нужно тех, кто здесь находится, взять под жесткий контроль. Всех русскоязычных, русскоговорящих, всех до единого. Понимаете? Здесь нужно вести огромную работу, потому что очень много пропутинских консервов, которые здесь залегли на дно и внимательно наблюдают. Вот смотрите, дальше. Безусловно, мне справедливо возразят, говорит Фельгенгауэр, что на фоне страданий украинского народа это все мелочи. Абсолютно так, это все мелочи, и больше я тебя читать не буду, потому что ты не заслуживаешь большего. Но сам факт, колумнист Deutsche Welle, вот такая вот у нас получается колумнистка. Вот такая вот ситуация. Так. Теракты происходят. Ну, так это нужно такое заявить. Как ее вообще держат? Колумнистов, журналистов. Про чеченцев в последнее время они не говорят ничего. Сейчас у них другие заботы, видимо. Делают вид, что плохо не говорят. Это спасибо, скажу я, конечно. И Deutsche Welle чуть-чуть начала как бы аккуратно вести себя в отношении нас. Но что это за колумнисты такие? Да? Почему вообще тот, кто работал в российской пропагандистской системе, его вообще допускают вообще на какие-то информационные ресурсы? Это угроза, это прямая угроза. Эти люди ни одного дня там на свободе не прожили бы или вообще не прожили бы, если бы они не работали на эту систему. Так скоро тогда можно будет и там Соловьева, Симонян тоже сюда пригласить. Почему нет? Тоже нормальные пропагандисты, хорошие пропагандисты. Так, еще одна новость от Deutsche Welle. Эксперты по Ближнему Востоку боятся критиковать или хвалить Израиль и практикуют самоцензуру из-за страха перед общественностью. Война Израиля против террористической группировки Хамас угрожает академической свободе, так считают 85 исследователей Ближнего Востока в Германии, опрошенных в рамках исследования Свободного университета Берлина. 75% экспертов подчеркивают, что вынуждены прибегать к самоцензуре, а 25% вовсе не решаются выражать свое мнение в рамках обсуждения ситуации в секторе Газа. Приводят результаты исследования Тагеншпигель. При этом с опасением к публичным заявлениям относятся как согласные с действиями израильских властей, так и критики политики Израиля. В то же время более 90% опрошенных исследователей поддерживают прекращение огня в секторе Газа и защиту жизни израильтян. Более 80% выступают против академического бойкота Израиля. Вообще для меня очень непонятная эта ситуация складывается. Вроде бы адекватные, умные люди
Но сейчас кто начинает говорить там про Израиль, про вот эту всю ситуацию, по какой-то причине забывают говорить про Иран и Россию. Просто вообще непонятно. Вот смотрите, террористическая банда Хамас, ЧВК России и Ирана, причем Советского Союза, России и Ирана, раньше были марксистами, под разными коммунистами, под красными флагами выступали и боролись. Арабский и еврейский народ делят территорию. Никакого религиозного подтекста в начале там не было. Да, с этой стороны иудеи, с этой стороны арабы, христиане и мусульмане. И они как бы делили вот эту часть земли. И они были коммунистами, марксистами, большевиками и так далее. В 90-м году, в конце 80-х годов, когда Советский Союз распался, коммунистическая идея умерла, и все начали как бы говорить за религиозную тему. Так вот, я мусульманин, я выступаю за то, чтобы у Израиля было свое государство. Понимаете? Мне евреи ничего плохого не сделали. Ни мне не сделали, ни моему народу не сделали. Но это, по идее, два двоюродных брата. Исторически два двоюродных брата. Разделены религией. Только религией. Ну, там много, конечно, я так если упрощенно сказать. И сейчас раздувается вот этот конфликт, идет там вся вот это нагнетание всей этой ситуации. И не говорят о России и об Иране. Иран еще как-то вспоминают, где-то о нем еще что-то сказать. России как будто нет. Мы все слышали 7 октября, там была русская речь. Мы все, кто следил за этими событиями, все видели эту там русскую речь. Вот у этих нападавших террористов. И все, исключились они. Тот антисемитизм, который русские раздувают, Шевченко, с ним какие-то интервью какие-то евреи ведут, о чем-то ему доказывают, ему площадку дают, с ним разговаривают. Это просто запатентованный антисемит. Там, чем абсолютным злом, там, это просто и к этому Хаминии, там, Аятолле его присоединить, это просто не отделить. На территории России глубинно поднимается антисемитский вопрос. Вообще ноль упоминаний. На 7 октября, не то что ноль, там кто-то где-то чуть-чуть упоминает, но в основном делается не на арабов акцент, которые напали и совершили ужасный этот террористический акт, не на русских, которые все время поколениями, уже в 3-4 поколении взращивали этих террорюг, не на Иран, который их там тоже религиозно, там, идеологически сейчас обрабатывает, тоже финансирует, помогает. На всех мусульман все это начинает переключаться. Все мусульмане, все мусульмане, все мусульмане. Какие тут все мусульмане? Зачем это так делать? Ладно, каким-то пропагандистам это нужно. Ну, еврейский народ-то понимает, не имеет никакого отношения. Я просто логику не могу понять. Зачем прятать Россию, Иран за 1,5 миллиарда мусульман, которые вообще знать не знают, что там происходит, дела им до этого нет, многим просто. И вообще абсолютно непонятная логика. Накручивают. Выходят ультраправые сейчас в Лондоне, они же ультраправые выходят там, и там Англия для англичан, мы там тут власть, там все такое, такие лозунги. Выходят как за свободу слова, а начинают рассказывать там разные пропагандисты, которые работали на России пропагандистами, русскоязычные пропагандисты, рассказывают, это антиисламский митинг. Так это не только если это антиисламский митинг, он и антиеврейский тогда митинг, потому что ультраправые там выходят, там националисты выходят. Если кто-то будет думать, что там только мусульманами обойдется, там, кого побьют, кого там изгонят или еще что-то сделают, то вы ошибаетесь. И выходят против мигрантов. А мигранты всех национальностей и всех религий. Но нет, почему-то все упорно антимусульмане. Осталось сделать супер какой-то мега террористический акт, не дай бог просто. Не дай бог накаркать.
Ну, осталось только сделать террористический акт, и все, вот, готовые исламисты, вот, террористы, и все, давайте туда. Тогда Россия спокойно занимается Украиной, она как бы ни при чем, 1200 убитых еврейских людей, 250 там похищенных людей, и некоторые уже убиты, там некоторых освободили, слава богу, еще есть заложники оставшиеся. И все, и как бы все отлично, все в России, все налаживается. Зачем это делается? Просто я не могу приложить голову, ума просто этому. Как это так? Зачем это делается? Просто какая-то там, какое-то разжигание. Абсолютно бессмысленное разжигание, ненужное, отвлечение. Прямо не вот, не там, где ты потерял ключи, да, как в том анекдоте, а там, где светло и сухо. Да, не в луже где-нибудь, в темноте, где потерял, а где светло и сухо. Это что это такое? И они останутся, Россия, ФСБ, как есть, они в безопасности будут. Все, они переводят, они будут заниматься Украиной, все переключатся на борьбу с каким-то исламским терроризмом, который вот уже последние 20-30 лет, уже 40 лет, 35 лет уже сделали такой хорошей, полезной дубинкой, чтобы использовать. Отлично. Зачем это делается? Абсолютно ума не приложу просто. Понятно, кому-то это нужно, России в первую очередь. Но евреи-то должны это понимать. Кто их убивал-то, да? Враг-то точно нужно знать. Убил один, а наказывает других. Это как? Арабов говорили бы там, допустим. Арабы там нам мешают жить и так далее. Арабы на митинги меньше выходят, чем европейцы. Арабы вообще не заступаются за эту Палестину, ничего. Мусульмане вообще все молчат и сочувствуют Израилю, евреям, что над ними такой акт ужасно совершен. Просто непонятно. Но зато российская пропаганда, мы видим, днем и ночью там поднимаете все на джихад, священную войну, там вот эта российская пропаганда рассказывает. Понимаете? Просто непонятно все. Хотя дают возможность страну, а нам нет. Хотя этим палестинцам дают возможность страну, а нам нет. Ну, знаешь, как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Не будет никакого арабского палестинского государства там. Это все туфта полная. Потому что на самом деле они и не собирались его там строить. Ни одни арабские страны не давали им это строить. Ничего к этому и не шло. Просто нужно было Запад, Америку, Израиль вот этими терактами вот, пальцем в ребра тыкать, короче. Дотыкались, так сказать. Но зачем сейчас разжигать межцивилизационную войну, всех мусульман, всех ислам обвинять? У меня просто не укладывается это в голове. Зачем? Алейкум салам, всех, друзья, приветствую. Добрый вечер, вечер добрый. Так, люди ищут виновных. Да, ну виновные, они же очевидны. Они все, да, на 7 октября все совершено, все есть. И Россия отдаст все, что возможно. Иран она сдаст, Америке, кому угодно, что угодно сдаст. Главное, дайте ей доесть, доубить, даже досожрать Украину. Вот что нужно. Украина держится, Украина бьется. Украина самая мощная армия на сегодняшний день в Европе. И
И в Украине тоже идут большие процессы. Внутри идут эти процессы. Угрозы сейчас подвергаются после убийства Андрея Порубия. Мы знаем, что угрозе подвергаются украинские патриоты. Их будут преследовать. Сейчас, одну секунду. Так. Сводочки, дякую, спасибо, спасибо. Так. Давайте. Аля, но чуть-чуть. Вот то, что ты пишешь, это очень-очень преступно, что ты пишешь. То, что не пропустил комментарий твой. То, что ты пишешь, адюйте просто фашизм, он самый настоящий. Он 100% зидун адюйчтек. Яздады. Так, давайте дальше. Швуца яздин, а яздин noch чуть-чуть. Российский бейша, аляцик язинек дуй. Как раз аскшен язык. Так что слава Украине, героям слава, друзья, героям слава. Думаю, надо вывести войска, попросить прощения, выплатить репарации. Совершенно верно, нужно вывести из Украины войска, попросить прощения и выплатить репарации. И, конечно же, судить всех преступников. Нет, нет, это так нельзя писать. Фашист твой шука. Ох, и ляцаш, я шука. Как-то день сентября убийство соратника Трампа, совпадение или умышленно, как день рождения Путина. Я думаю, это такое, знаете, сакральное. Это такая как сакральная жертва, мне кажется. Его принесли, как и Андрея Порубия, принесли в жертву, чтобы таким вот образом раскачать ситуацию в Америке. Сказать, что вот за этим убийством стоят там какие-то силы внутри Америки,
и раскачать ситуацию в Америке. Что там, ну, он был произраильский, протрамповский, и вот таким вот образом, короче говоря, нанести удар и по Трампу, считайте, его соратника ликвидировать, и потом еще разжечь эту ситуацию. Этот молодой человек мог быть непосредственно убийцей, я имею в виду, подозреваемый в убийстве, точнее будет сказать. Он мог быть использован как инструмент, воздействуя на него. Ну, может быть, там что угодно. Пока рано об этом говорить, но это, конечно, не просто это убийство, просто, мне кажется, не простое убийство. Хотя, еще раз скажу, пока рано об этом еще говорить. Но события сейчас, вот то, что сейчас накручиваются, вот после событий в секторе Газа, где уже много-много людей погибло, много уже таких мотивированных людей, которые пойдут на любые действия. В каждой войне такие люди находятся. И после гибели родственников, друзей, там, всего остального, уничтожения жилья, может произойти какой-нибудь террористический акт. И самое главное, что все пытаются пристегнуть к этому Украину. А для чего это делается? Вот задумайтесь, задайте себе вопросы. Еще раз хочу пройтись по этой ситуации. Я не вижу, чтобы украинцы эту тему поднимали. К большому сожалению, если вы, украинцы, эту тему не будете поднимать, я уже 2 недели об этом говорю, даже уже больше, чем 2 недели, с 27 августа я об этом говорю, то это может просто, ну, очень-очень катастрофично сказаться на и репутации Украины, и вообще на всем, что сейчас там происходит в Украине. 24 августа, на День независимости Украины, Алексей Титов, офицер ФСБ, при закладке самодельного взрывного устройства в центральном детском магазине на Лубянке подрывается. То есть День независимости Украины, считайте, прямой след украинский, так сказать. Затем через 3 дня расстрел детей в Миннеаполисе, убийство детей. Тоже террорист-смертник, какой-то сумасшедший, непонятный какой-то человек, явно с психическими отклонениями. Тоже с кириллицей, на кириллице пишет, немножко на украинский, немножко на русский похоже пишет. На своем оружии, на магазинах, разные слова. Тоже проводится параллель между керченским террористом, который был, тоже писал слово ненависть и все остальное. Также он высказывает антисемитские лозунги, да? Это тоже можно пристегивать там и к исламистам, там, каким-нибудь там радикальным мусульманам, и также и к каким-нибудь украинским националистам, которые тоже иногда позволяют себе какие-нибудь антиеврейские, антиизраильские выпады, антисемитские выпады. И в итоге убийство Андрея Порубия, и все это как бы указывает на Зеленского. Как мы знаем, Зеленский еврей. И среди украинского национального патриотического общества усиливается, потому что мы знаем, что внутри Украины, в информационном пространстве Украины действует КГБ, открыто действует, нагло действует, абсолютно безнаказанно действует. И только благодаря украинцам, украинскому народу, украинским патриотам Украина стоит, побеждает, выдерживает волны вот этих террористов, которые на нее идут каждый день, каждодневно. И это все фиксируется, все представляется, что все украинцы, они антисемиты, какие-то антиеврейцы, евреефобы и все остальное. Ну и это увязывается вот с этим миннеаполисским вот этим терактом, который пишет, что 6 миллионов мало на своих магазинах, на оружии пишет, то есть 6 миллионов убитых нацистами евреев мало ему. И также он и антимусульманские выпады делает. Но, короче говоря, каша у человека, явно психические отклонения у человека. Потом еще самоубийством, ну, психически здоровый человек детей никогда не будет. Ну, кроме если он не ФСБшник. Хотя я думаю, ФСБшники тоже психически нездоровые. И в итоге вот происходит потом убийство
Чарльза Кирка, который как будто уже прямое нападение на Дональда Трампа как будто происходит, да, его соратника, его близкого человека. И потом в украинских социальных сетях там тоже кто-то радуется. И это все, как я уже выставлял у себя тут на YouTube канале в разделе разделе записи, выставлял как два полезных, один из них Скотт Риттер, который уже Украина считает его нерукопожатным, потому что Украину убивает Россия, он туда ездит, он во временно оккупированную Ичкерию ездит, с Кадыровым там весело развлекается. Я молчал, не говорил о нем, но сейчас, когда он уже открыто начал, вот эти комментарии украинские, которые, может, тролли пишут, может, настоящие украинцы пишут, об этом нужно Украину предупреждать, украинскому народу. Не вижу этой разъяснительной работы внутри Украины, понимаете? Дают себя вести по этой тропинке, которые их ведут. И Скотт Риттер, и еще один там джентльмен сидят и рассказывают про комментарии, что вот украинцы радуются. Может, кто-то и порадовался, может, это тролль был, может, реально обманутый этой пропагандой обрадовался. Любому украинцу сейчас скажи что-нибудь против Украины или за Россию, для него автоматически любой человек враг становится, неважно, кто он. Чарльз Кирк говорил резкие вещи, которые украинский слух режут, которые украинцы считают себя защитниками Европы, защитниками западных ценностей, западной цивилизации, которые стоят на страже, и реально это так и есть, я с этим абсолютно полностью согласен. Украинцы выбрали европейский путь интеграции, европейский путь развития, и при всем при этом их вот так взяли, оставили, теперь наплевали, и все решают свои дела. Вроде бы все так поддерживали там и так далее, и так далее. А теперь вот все, как бы не всем, конечно, не все оставили, многие понимают, что оставить Украину это катастрофа и перед историей, и потом это все аукнется мировой войной. Мировой, эта зараза, она не остановится на Украине, она дальше пойдет. Все это прекрасно понимают. Но вот это все вот вкупе, все вот создается такая вот атмосфера, представление, что европейцы, украинцы выступают там против того же Трампа и его людей. Да? Трамп припускает флаги в Америке, почтить память погибшего Чарльза Кирка. А украинцы пишут такие вещи. Вот ему вот это все под нос суют Трампу, и он смотрит, что это я буду защищать, да, и так далее, и так далее. И вот эти вещи, они вот сейчас работают на это, на все. И теперь вот опять же сводимся к тому, что Россия пытается всячески, все она отдаст. Иран она сдаст, даже иранский какой-то там генерал или политик, помните, я об этом говорил у себя в стриме с фамилией, с именами, все это было в предыдущих стримах, в предыдущем одном из своих стримов я об этом говорил. Россию назвал предателем, что это она сдала США и Израилю их место радиолокационных вот этих баз, которые потом Израиль успешно уничтожил. То есть фактически предала Россия своего союзника Иран. А за что она предала? Только за Украину. Только за Украину. Понимаете? И это все как бы, значит, и дальше будет предавать. Понимая теперь, что России уже с Ираном уже не по пути. Дальше будет сдавать и предавать. Ей нужно додавить Украину, добиться своего. Но у них ничего не получится. Запад, Европа понимают прекрасно, абсолютно все прекрасно здесь понимают. Да, здесь есть силы, которые за Россию, не то чтобы они даже за Россию, они пытаются под этот шумок прийти к власти, захватить власть, прийти к власти. Но это очень чревато и катастрофично будет. И те же выпады против мигрантов, что все становятся там мусульманами, это абсолютная наглая ложь. Это абсолютнейшая ложь.
Мне рассказывали еще 20 лет назад, российская пропаганда рассказывала, что в 2025 году, то есть через 20 лет, половина Европы станет исламистской. Как раз тогда в Афганистане, в Ираке, против Ичкерии, Россия и там, Запад вел войну против Афганистана и Ирака. И рассказывали, вот там, сейчас там начнется, вся Европа превратится там и так далее, и так далее. Теперь начали отодвигать в 50 году, через 25 лет. Но самое большое количество во Франции, может быть, мусульман там, да, потому что Франция ну, почти всю Европу, всю Африку колонизировала, там, ну, очень много у нее там колоний было, много она там воевала, много устраивала очень страшных войн. И по факту это колонии, это люди из стран, мусульманских стран, по большей части, которые покорились Франции, приняли Францию и стали ее частью, и перебирались во Францию. И нам рассказывают, вау, Франции такой ужас. Так это же все, это же их колонии. А куда им еще ехать, если там обучают их, там своих коллаборантов они туда переводят, подготавливают. Вот набирают, это же империя. Если империя, а как по-другому бывает в империях? Все должны быть беловолосые, бледнокожие и с голубыми глазами, что ли, если вы колония. Если не хотите быть такой, то оставайтесь тогда не империей, будьте этнической страной, хотя французы и так черноволосые, черненькие, там, имеется в виду по волосам. Например, в Германии проживает ну, где-то там 5 миллионов мусульман. От 80 миллионов. Да, это, ну, грубо говоря, там, может быть, там 5% это будет. 6%. Я вам скажу, что здесь мусульмане абсолютно ничего не могут захватить, не собираются захватить. Многие только лет 20 тратят. Вообще первое поколение мигрантов, оно фактически тратит на то, чтобы выучить язык, интегрироваться, там как-то выжить. Второе или только третье поколение начинает уже там чувствовать себя как гражданами, там, даже им будучи гражданами, что вот говорят на языке, там уже. И многие ассимилируются. Не просто интеграция происходит. Понимаете, когда мы жили в России, например, Россия делала все возможное, чтобы подчеркнуть, что мы чужие, что мы враги, что мы там, чеченцы, я имею в виду. А здесь немцы делают все возможное, чтобы нас интегрировать, чтобы нам ничем не отказывают. У нас абсолютные права. И мы уважаем эту страну. И поэтому много смешанных браков появляется. Немцы женятся на женщинах-мусульманках. Мусульмане, мужчины женятся на немецких женщинах. И смешанные браки происходят. Это естественный процесс. Но накручивать ситуацию, что здесь какой-то захват ислама, там, туда-сюда, ну, это абсолютная наглая ложь. Может быть, через 100 лет может что-то здесь произойти, но все остальное это выдумка, это ложь, это обман самый настоящий. Да, мигранты занимают рабочие места, эта проблема, может быть, реально есть. Потому что люди здесь привыкли иметь хороший достаток, социальное обеспечение, хорошее образование. Но молодежь, например, в Германии, большая часть едет в Америку получать образование. Там они хотят использовать свою мечту, добиться, там, стать миллионерами, там, потому что очень тесные связи между Америкой и Германией. Многие не хотят работать на стройке здесь, да, немцы, особенно у кого есть образование. Зачем ему работать на стройке? Но так больших специалистов из мигрантов не так много. В основном специалисты, политики, полицейские. Это все местные, немцы в основном. И основные, главные государства, контролирующие органы, они всегда были за немцами и останутся еще на 1000 лет за немцами. Это их страна, это их язык. Но если у вас мало детей, мигрантов принимали же не только потому, что там закон такой там, и так далее.
там, гуманитарные взгляды, гуманитарная сторона вопроса присутствовала. Это тоже есть, да. Но еще потому, что не хватает рабочей силы, чернорабочей, такой низкооплачиваемой работы. Нету. Настройка работает разнорабочими, хелферами, там, еще кем-то. Особо немец не пойдет. У него хороший немецкий, чаще всего образование там, и так далее, и так далее. И приезжают албанцы работают, другие работают, и так далее, и так далее. Да, социалам нужно, на самом деле, может быть, немножечко сбавить обороты. Пусть люди уходят, особенно сейчас к войне готовятся, армию увеличивать нужно. С этим я, в принципе, согласен. Но если есть бабушка и дедушка пенсионеры, которые всю жизнь проработали, для того, чтобы их обеспечивать, эту бабушку и дедушку, которые ушли на пенсию, не только их там накопления пенсионные, на двоих человек там должны работать 4, то есть на одного человека 2 молодых должны налоги платить. Понимаете, инфляция все съедает, там еще вызовы разные возникают в этом мире. И когда это говорит Илон Маск, что здесь мигранты, там третье, десятое, вообще кажется какая-то провокация со стороны Илона Маска. Америка вся из мигрантов состоит. Вся полностью. Там нету места. Местные там в резервациях находились там. Их не так много осталось. Все, и белые, и черные, и коричневые, и желтые, и серо-буро-малиновые, все мигранты. И американец говорит такие вещи, просто, ну, как это так? Тем более нет этой такой глобальной проблемы, которую нам тут рассказывают. И есть проблема с российской агентурой, которая проводит теракты, те же нападения под чужим флагом, там, исламистские якобы нападения. Это же делают российские спецслужбы. Это Россия нагнетает здесь эти провокации. Это проблема, реальная проблема. Она делит общество. Мигрант не может организовать какую-нибудь там АФД, финансировать ее, там хитро там вербовать, подкупать, компрометировать, дискредитировать. Не может, у него нет таких возможностей. Он мигрант, он абсолютно на языке даже не говорит чаще всего. А тут угроза, угроза, угроза. Где здесь угроза? Не надо сказки рассказывать. Нету здесь никакой мигрантской угрозы, исламистской угрозы здесь нет. Угроза только российская здесь есть. ФСБшная здесь угроза есть. Потому что Россия свою государственную программу, государственную, не какой-нибудь там отдельная там семья, да, есть здесь банды арабов, есть банды там разных других есть национальностей, которые занимаются. В том числе и русские банды, которые так же, как и, может быть, и арабские, и другие там государством где-то, спецслужбами управляются. Но у России план, часть Германии, ГДР, забрать себе. Они это не скрывают, прямо об этом говорят, заявляют, что мы должны после Второй мировой войны, вот, на момент 1945 года, восстановить эту территорию. Нам рассказывают, мигранты. Там это все ложь и обман. Это нас ведут к какой-то страшной, страшной катастрофе. Вот что я могу констатировать. И мы должны быть готовы, если предупрежден, вооружен. Если мы знаем, что нас провоцируют, то мы не будем поддаваться на провокации. Понимаете? Ну, очень трудно, конечно, воздержаться, когда поток идет просто. Вот сейчас на евреев все гонят, 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 гонят. Ну, такое впечатление, что вот вчера не были они исчадием ада, а сегодня они превратились. Как это так? Как это так? За один день, что ли, это произошло? Или просто так они, что ли, в секторе Газа сейчас боевые действия ведут? Или по ним не стреляют, может, они своих людей до сих пор не теряют? Там война идет. Военный, любой военный, и американский, и украинский, сделает все возможное, чтобы своих солдат сохранить. Понимаете? Он и обстреляет, и так далее, и так далее. И я не одобряю никакую войну, никакое убийство мирных граждан. Но война, это само вообще война, слово война обозначает убийство. В том числе, к большому сожалению, мирных, невиновных людей. И очень мне жаль. Но сейчас раздувать, и посмотрите, что все арабы или мусульмане уходят на митинги. Ирландии много мусульман живет, как они протестуют, против выступают и так далее.
Они просто против Англии выступают. Англия Израиль поддерживает. И все, вот их логика. А там где-то Испания там имеет свои еще нацистские корни, где они выступают там антисемитские свои. Что там, мусульмане выступают? Или мигранты выступают? Нет. У каждого свои проблемы, своя жизнь, куча своих проблем. А нас куда-то ведут, тянут, тянут, куда-то хотят нас воткнуть. И за этим я везде вижу длинную руку России, ФСБ, Кремля. Россия тоже совершенно верно, Пауль. Совершенно верно. Где Россия, говоришь, Владимир, Россия заявляла. Россия неоднократно, тысячу раз, послушайте, депутата Федорова, других товарищей, которые восстанавливают свободу от Америки, НОТ у них называется организация, где они там национально-освободительное движение, так называемое, что вот Америка их оккупировала, и теперь они борются против Америки, и так далее, и так далее. То есть, убивая украинцев, они борются против Америки. И они прямо об этом говорили неоднократно. Тысячу раз это говорилось. Просто надо слушать внимательно. А Путина, если вы спросите, Путин всегда скажет, нет, конечно, я нападать не буду. Путин всегда так говорит. А разве он про Украину завтра, он уже нападает, до последнего дня он говорил, не, вы что, да никогда в жизни, это наши братья. Сейчас он даже говорит, это братья. Какие братья? Хороший брат получается. В этом мире все иммигранты, 100%. Абсолютно так. Абсолютно так, Аснабек, Маш Войло. Илон тоже иммигрант, он приехал из Африки. Да, совершенно верно, это, шалом, дорогой. Илон приехал, ну знаешь, мне кажется, что Илон Маск находится под воздействием. Вот какие-то, ну да, такая фигура, он под воздействием. Особенно, может быть, даже через маму находится. Он там с мамой, у него очень хорошие отношения, там очень к ней прислушивается и так далее. И знаешь, может быть, у него какой-то свой комплекс. Он был в Африке, и там были преследования, там разные против белых, разные там восстания были, недовольства были и так далее. Может, в нем и это говорит. Он хочет отомстить за то, что его там недолюбливали в ЮАРе, да, он или в Царе он был. Салам всем свободным людям, салам, брат, салам, брат. Так, друзья, ну такая вот история интересная разворачивается. Я удивляюсь, почему до сих пор украинские журналисты, блогеры не поднимают эту тему, что нагнетается ситуация, убийство Андрея Порубия, теракт 24-го в Центральном детском магазине, когда ФСБшник, слава богу, не смог довести начатое до конца и убить детей. Почему, например, если бы эту ситуацию сейчас поднимать, говорить об этом, найти ключ к разгадке, то тогда можно установить, кто стоит за убийством американских детей. Понимаете? Это очень-очень важно. Не может так продолжаться. Ух, Илля, куда? Что у нас тут зависло, что ли? У нас завис этот, как его, ТикТок.
Уже давно, да? Почему я... Ну, почему он завис тут? Скажите, вы видите меня вот в ТикТок? У меня, я вижу, только картинка висит у меня. Так, придется заново, подождите. Сионизм. Ай, везде, тут никуда не зайдешь. Везде. Сионизм, Израиль. Это такая пропаганда идет мощная. Просто устоять абсолютно практически невозможно неподготовленным умам. И, конечно, это все приведет к каким-нибудь сейчас катастрофе, которые нас подводят просто. Алла Борисовна сказала, что надо дожить до 27-го года. Асламбек. Ну, Алла Борисовна смотрит канал реалити. До 27-28 год я говорил об этом давно. И я думаю, что 27-28 это до этого времени нас еще очень сильно потрясут. Понимаете? Так, здесь русскоязычные под видом немцев заходят и начинают отстаивать они свои права здесь. Да? Путинские права, ФСБшные права отстаивать заходят. Ну-ну, отстаивайте. Скажите, уважаемый, почему НАТО боится Путина? Иван Козак. Ну, НАТО не боится Путина абсолютно. НАТО пытается избежать войны. И, как правильно пишет Асламбек, это оборонительный альянс. И они не собираются ни с кем воевать. Они будут обороняться, они будут защищаться. Они не собираются нападать. Они пытаются не провоцировать, они пытаются лишних там угроз, болтовни, как там Медведев говорит, не говорить. Но при всем при этом НАТО помогает Украине, Европа помогает Украине, Франция, Германия помогают, все страны, страны Балтии помогают. И ведется такая хорошая, мощная работа. Но вот Америка пока немножко взяла паузу. Хотя риторика, хоть американская, она и именно в паузе немножко остановилась. И тоже не безосновательно, тоже нужно же объективно, мы же если хотим найти причину, мы должны объективно подходить. Да? Не то, что вот этот прав, вот этот не прав. Нет, не так. В Украине, например, агентура действует российская, мы это видим, понимаете? Например, Европа закупает газ, ну вот я раньше в стриме как раз, когда Эд поднимал этот вопрос, я набрал искусственный интеллект и от нефти фактически отказались. Но я неправильно, не до конца, точнее, задал вопрос, не до конца пояснил свой вопрос искусственному интеллекту. А когда его задал правильный вопрос, он мне ответил, что да, нефть практически остановлена, но газ не остановлен. Бензин и дизель, который делается, не остановлен. Уран практически не остановлен. Ну и такие вещи. Короче говоря, там несколько миллиардов, да, если вы помните в прошлом стриме, когда мы это обсуждали с Аядом и Диговым. Вот тогда как раз вот этот вопрос поднимался. И Трамп говорит, что, ребята, а вы знаете что, давайте вы тоже начнете что-то делать. Да, они что-то делают, но здесь есть большое мощное такое
противостояние России, понимание всей этой ситуации. Но есть и другая сторона, которая пользуется вот этим моментом и дискредитирует и конкурирует там власть действующую, борется за какие-то свои там интересы. Может, агентура своя имеется, российская. То есть, и вот это все как бы вкупе подтормаживает все. Например, НАТО или Евросоюз, это же не диктаторские страны. Например, одна Венгрия взяла и сказала: да, я не хочу накладывать санкции. Все, все ждут, пока теперь Венгрию уговорят, пока с ней договорятся. А те быстро принимают решения. Путин, Си, там, Ким Чен Ын, там, кто там, Аятолла быстро встретились, переговорили. У них все просто. Вот у демократии вот в этом проблема. И Трамп тоже заявляет, там, ребят, я готов накладывать санкции, я какие действия делаю. Там. Он тоже свои интересы преследует, то есть национальные, американские интересы. И он говорит: ребят, а что, я один отдуваться должен? Так это у вас под боком, это вам угроза. По факту уж правильно все, правильно? Правильно. Европа, она демократия, это правда, она там старая, старый Запад, старая Европа, все такое. И она учит Америку, там, как ей себя вести, как ей... Американцы говорят: ребят, вот вы довели эту ситуацию. Фактически довели же. Да, не только европейцы, конечно, довели, но европейцы же довели до этой ситуации, что Россия до того окрепла, если стратеги не могли просчитать, что если они окрепнут и нападут. Я, например, знал еще за год до нападения на Украину, что они нападут на Украину. Джагар Дудаев об этом в 1995 году предупреждал. Где европейские аналитики, эксперты, там, ученые, там, все там, спецслужбы, миллиарды тратятся? Где они все это время были? Почему они допустили до ситуации, что сейчас экстренно нужно армию усиливать, там, каждый день, каждый час там, производить оружие новое? Прокол, ошибочка, деньги, там, выгодные контракты, дешевый газ, нефть. Вот это на все велись. А Америка говорила: ну, ребят, давайте вы у меня газ возьмете. А русские тут под боком, там, агентура, там, еще чего-то, дешевый газ, дешевая нефть. Да, Америка, ты там где-нибудь своими делами занимайся. Ну и вот теперь вот это все в кучу. Здесь столько игроков, столько интересов. И вот эта вся вот эта каша потихонечку выстраивается и выстроится, никуда не денутся. Это древнейший, мощный, при том, что я вот все минусы перечислил, при всем при том, это мощнейший, возьмем Германию, например, сильнейшая, мощнейшая, древнейшая цивилизация немецкая. Понимаете? На немецком языке говорят там, сколько там, 80 миллионов немцев, там десятки миллионов австрийцев и швейцарцев, там, и так далее, и так далее. Часть в Бельгии живут, часть там еще в других местах живут. Поэтому в Голландии, в Нидерландах, например. И эти люди знают, как выживать, как сражаться, как строить государство. Германия — это мотор Европы. И они и без Америки справятся. Но без Америки это, конечно, все рассчитывали, что есть Америка, у нее там армия, она там... Никто же денег в НАТО даже не вкладывал. Потому что, ну, есть же Америка. Кто попрет на Америку? Понимаете? Ну и все. А теперь поперли на Украину. Украина уже сколько уже воюет, истекает кровью. И все начинают кривляться. Ну, вот такие вот дела. Никто никого не боится, все готовятся. Адмалла, Дудаев был потомок пророка. Дудаев был очень интеллектуально и информационно осведомленный и развитый человек. И он предупреждал, еще в 93-м или втором году, 92-м или 3-м году, профессор Абдурахман Автарханов, который читал лекции в ЦРУ в том числе, преподавал, который создал Радио Свободы, нынешнее Радио Свободы, тогда это Радио Сопротивления называлось.
в 92-м, по-моему, если не третьем году, говорил о том, что Россия создает после развала Советского Союза новую империю советского образца. Понимаете? Представьте себе, в 92 году об этом говорили. Но слушали не Абдурахмана Авторханова, потому что нужно было у России там нефть, золото, газ, там все остальное забирать. Выгодно было, понимаете? И впустили к себе, вот козу в огород пустили. И слушали кого-то Бзижинского, который говорил, что вот скоро Россия станет демократической. Да, да, станет, конечно. Россия, Дудаев говорил, никогда не станет демократией. До демократии еще далеко. Хотя бы чисто, чтобы международное право чуть-чуть соблюдала она, хотя бы до этого состояния довести. Вы не можете бандита, которого в ДНК вписано, что нужно беспредельничать во всем мире, и ему за это ничего не будет, заставить его соблюдать международное право, кроме как принуждением, силой, угрозой. По-другому он не понимает никакой там. Лучше он тебя съест, он тебя кинет, он тебя пристрелит, он тебя отравит. Вот вся их логика. Как с бандитами, абсолютно урками, как разговаривать. Вот такие вот вещи. Вот такие вот вещи, да. Валейк салам, Ильшам, Ираз. Так, да. Савелий, спасибо. Спасибо вам, дорогой. Я слушал Дудаева, Дудаев прогнозировал войну Украины и Москвы. Да, да, Иван. Россия усилил Европу, особенно Германию. Россию усилила Европа, особенно Германия. Не только Германия, нужно быть честными, все, и Великобритания, и Америка, и все, давайте будем честными, Путина к власти с их позволения только пустили, понимаете, КГБшника, который взорвал свои же дома вместе с Патрушевым, только согласие Запада, а Германия не играла такой политической и геополитической такой роли. Да, Германия мощнейшая экономика и так далее, но у Германии даже своей разведки, внешней разведки или внешней армии, вот этого всего даже не было. Вот начали все это развивать. Тогда, 25 лет, 26 лет назад. Поэтому Германия, как и все, причастна, и Украина причастна. А что, Украина разве не причастна? К большому сожалению. Конечно, и Украина причастна, и Израиль причастен, который дружил мечеть ФСБ имени, отдел ФСБ имени Кадырова строил. Все причастны были, все Путину аплодировали. Натаньяху с Путиным в десна обнимался. Это что, этого не было, что ли? Было, и это никуда из истории не выкинуть уже. А тогда он геноцид совершал. Геноцид всего чеченского народа. На глазах всего мира. Сейчас просто не принято об этом, все хотят забыть, что вот это началось вот с момента нападения на Украину. И то нападение не с 2014 года, а с 2022. Некоторые самые могут там сказать, в 2008 году там. Или в 2014 году там на Украину напали. Или 2008 год на Грузию напали. Вот это было. Какое лицемерие, какое варварство, какой обман. В 1999 году они второй раз уже широкомасштабно начали уничтожать чеченский народ, взорвав своих же спящих женщин и детей. Патрушев, это же всем известный факт. В первую очередь русским это известный факт. Которые трусливо молчат. Вы виноваты, русские, в первую очередь, понимаете? Мы всех, конечно, виним в этом, отчасти. Но вы самые главные виновники в этом. Российский народ, все, и татары, и башкиры, и дагестанцы, и якуты, все виноваты в этом. Когда взорвали ваших женщин, детей спящих, вы никто не пискнул за отдельные там герои, которых потом кого убили, кого заткнули, кому медаль дали. Рушайло. Помните Рушайло?
Рушайла наградили секретным указом Героя России за то, что он, который сказал, что в Рязани задержали террористов, потом не стал дальше возмущаться и ушел там куда-то, получил Героя России, там, наверное, $1 миллиард дополнительно и так далее. Где эти русские воины, офицеры, мужчины российские? Где? Нету их. Где российская армия была, которая пошла чеченский народ крови топить? А вместо того, чтобы наказать ФСБ, Патрушева, тогда они бы, можно было за шкирку взять и закинуть в изолятор просто. Испугались просто, понимаете? А сейчас, когда 24 августа взорвали центральный детский магазин, ФСБшник взорвался. Вы видели, сотрудница, женщина рассказывает о том, что они нашли телефон, она намекала это, все поняли прекрасно, понимаете? Намекала, что у ФСБшника был кнопочный разобранный телефон. Понимаете? Он подключал, это детонатор, потом звонок делаешь и взрыв происходит. Понимаете? Она это поняла, женщина, сотрудница, все прекрасно поняли. Где российский, русский народ, который сейчас в Украине, 1 миллион человек погибло, ранено? Где вы все воины, защитники русских, спасателей на Донбассе? Где вот ваших детей взрывают? ФСБшник попался. Благодаря тому, что Бог все видит, не дал произвести этот взрыв. Где? Никто не пискнул. Все почищают. Все это почищается сейчас. Везде эта информация. Понимаете? Где вы все? Нету. Русский народ, российский, все народы виноваты в том, что вот до этого довели. Понимаете? Я думаю, что Трамп не верит Зеленскому и его приближенцам. Я тоже так думаю, Асанбек. Я думаю, что там какая-то черная кошка между ними пробежала. Европа уже больше 30 лет ходит озабоченная. Путин нападет на Европу и тогда проснутся. После этого будут центры управления вражки уничтожены. Да, посмотрим, Аснабек, посмотрим, что из этого выйдет. Посмотрим. Так, Аслан, когда будет стрим с Аллой Борисовой и Аллой Дудай? Не знаю это, не знаю. Знаете, на самом деле, люди такого полета, Алла Борисовна. Но я взял бы интервью, если у меня нет никаких с ней контактов, я бы с ней поговорил бы. Ну, она со мной не будет разговаривать. У меня много было бы ей тоже задать вопросы. Думаю, Россия теперь не отпустят с крючка. Будут давить не спеша, но до конца, до краха экономики. Не знаю, Эркин, не знаю. Если сейчас отвлечение внимания идет от войны в Украине на какой-нибудь там супер, Россия не сидит без дела, там Иран сдает, еще что-то делает, потом раз теракт какой-нибудь, еще чего-нибудь. И все внимание переключаем. Помните, как 11 сентября? Просто ничего не делаем, сидим, смотрим телевизор и самолеты залетают. И какой мега теракт был. И, наверное, не дай бог, конечно, не хочу накаркать, с детьми связанное будет. Потому что началось все вот с детьми вот это все. Понимаете? Что мы хотим отомстить за детей Палестины, там еще чего-то, там какие-нибудь там отморозки сейчас появятся, которых уже, наверное, подготовили, уже имеются свои там инструменты для этого. И там обязательно где-нибудь трезуб будет, или там визитка Яроша, или какой-нибудь там украинский тоже след рядом окажется. США поддержала Ельцина, а Путин продолжение его политики.
Ну, не совсем. Я считаю, что Ельцин был агентом КГБ, и он находился полностью в руках. И они его спаивали, то, что это тоже все вот, чисто по их схеме идет. Они его спаивали, держали в таком полурастительном состоянии. Дочка у него замужем была за КГБшника. Семья, говорили, а реально решения там вот поступали через этого зятя. И вот так вот они контролировали эту семью. И в этом смысле Ельцин преступник, бандит, террорист, фашист, все остальное, но он был марионеткой, и он пытался как-то выруливать из этой ситуации. Но его подводили, и к войне его, мне кажется, подвели. Его вынудили начать эту войну, чтобы полностью уже держать на крючке, ну и восстанавливать свою великую, так сказать, русню. Наши многие политики говорят, что Украина самая коррумпированная страна в Европе, а коррупция это след агентов РФ. И это в первую очередь выгодно ФРФ, фашистской Российской Федерации. Да, это совершенно верно. Да, Украина коррумпирована, Украина была и в советское время коррумпирована. И не обязательно нужно быть агентом ФСБ. Достаточно, просто тебе принесли 100 тысяч долларов или миллион долларов, и ты подписал нужную бумагу или отпустил кого нужно, передал Евгения нужно. Все, ты работаешь на ФСБ. Не обязательно ты подписал сотрудничество и так далее. Просто тебя купили, ты сделал что. Вот чем опасна коррупция. Вот чем она опасна. Валейк салам, Камайл Вольник. Ну, хайр, чуваз дем. Валейк салам, вежери Маша, Маш мокш довой, аснахаму, халде мунду, дал, дик хулетил, масе амин, дерес хуй, дику дал бухастам. Все отлично. Так, здесь фашнявые тут орудуют. Да. Так. В Рате уже давно пылится проект закона приравнять коррупцию работе на врага, при военном времени приравнять как военное преступление. И ты обрати внимание, его еще не приняли, если он пылится. Понимаете? И еще пытались НАБУ, помните, закрыть? НАБУ, что там, вот это, антикоррупционный вот этот НАК, или как он называется. Прикрытно. Люди вышли и быстро там Зеленский заднюю воткнул. Ну а так, ну куда это годится? Ну что это такое? Какая коррупция? Вы что, люди гибнут, страну можно потерять. Это катастрофа, историческая катастрофа. Не просто отвечаешь перед народом своей жизнью, там, своей свободой. Ты перед историей отвечаешь. У Украины в коем веке за последние там сколько сот лет она побеждает, отстаивает, на равных сражается и побеждает даже. И тут все это слить, это предательство просто перед всеми сотнями веков и поколениями, которые сражались за свободу Украины. Это предательство. Самое настоящее. Любой, кто берет взятку, это предатель, враг. Ужас, ужас. Как говорил Путин, легко управлять над алкашами, наркоманами и тупыми. Ну, Путин знает, наверное, о чем говорит. И нос в табаке, а сейчас и кокс. Ну, за это я не ловил, не знаю. Не Украина причастна, а политики, которые были при власти. Да, тет-а-тет, я с вами полностью согласен. И также ни Америка, ни Германия не причастны. Я понимаю. И вы абсолютно правильно делаете замечание. И мне вчера, позавчера Аят Идигов сделал это же замечание. И я имел в виду именно политиков, которые были. Ни украинский народ, ни немецкий народ, ни американский народ, ни еврейский народ я не имел в виду. Я имел в виду именно вот политиков, которые вели эту политику вот в тот период именно так.
Спасибо за это замечание, и я постараюсь больше не говорить так. Нужно быть правильно, тем более человек, который говорит на такие вещи и говорит уже так много, и мне непростительно даже такие вещи говорить, уже непростительно. Вначале еще можно было так говорить, что попало. Теперь абсолютно с вами согласен. С большим уважением отношусь к украинскому народу. И мои дети, и внуки будут к ним также относиться. Вы абсолютно правы. Ельцин пешка, он был просто фундаментом для прихода во власть Путина. Да, да, ему нужно было тогда, когда разваливался Советский Союз, нельзя же было КГБшника сразу привести к власти. Даже Ельцина нельзя было туда приводить. Но Ельцина противопоставили Горбачеву, показали, что он весь демократ, там, он борется за свободу и так далее. Хотя сейчас нам рассказывают, что Горбачев был предателем и сливал Советский Союз с Западу. Хотя и этот действовали, в одну игру играли. Понимаете? Им нужно было спасти свою экономику, ослабить свою же армию, которую КГБ боялась, которая была очень мощной и влиятельной. И они ее ослабляли, эту армию. И тогда Ельцин изобразил из себя демократа, хотя какой демократ, вчерашний коммунист, вчерашний председатель Свердловской области, да, коммунистической партии Свердловской области, кем он там являлся. И в итоге изобразили, но нельзя же было откровенного КГБшника провести. И вот они дотерпели Ельцина. А помните, когда это был, 97-й год был, да, или 96-й год был, когда выборы были ельциновские. Тогда рассказывали, а люди устали от этого КГБшника, от этого алкаша Ельцина, и начали все говорить, да при коммунистах лучше было, потому что бардак был полностью, все делилось, люди нищенствовали, бардак был полный. И они тогда пугали коммунистами Запад, а Запад боялся коммунистов. Ну просто вот такое поверхностное понимание ситуации, которая происходила. И всем казалось, что русские, советские, там, российские, они хотят возвращения коммунистов. Но это не так было. Просто этот КГБшник Ельцин, который разворовывал всю советскую собственность, которая была, люди просто смотрели и говорят, это ужас. А альтернативы не было. Альтернативу Ельцину поставили коммунистов. И тогда Запад сказал, не-не-не, а у Ельцина 2%, по-моему, или сколько там было, процентов поддержки. И Ельцину сказали, не-не-не, надо поддерживать демократа Ельцина на Западе, сказали. Потому что опять коммунисты придут. И что вот Зюганов выиграл выборы и так далее. Так, если бы дали нормальному, независимому кандидату выставиться, он бы победил бы. А все эти Явлинские, все эти Зюганов, это все были спойлеры, которые просто так для обмана нас всех, кто наблюдал за этим процессом. А Запад пугали коммунистами. И все, да, давайте. И наглую протолкнули Ельцина. И тогда, понимая, что абсолютно никакой поддержки нет, тогда хоть какая-то свобода слова была. Люди чуть-чуть почувствовали там, не знаю, гласность, там, какое-то там демократическое веяние пошло. И именно поэтому Чеченская война была, так называемая Чеченская война, русская агрессия или русская война против чеченцев, непопулярна была. Потому что честно люди могли говорить свое мнение. Тогда появилась организация, которая там солдат вытаскивала, там на фронт ездили, там, ну что, там разные вот эти все движения были. Потому что чуть-чуть свобода была у людей. Не боялись говорить, никто не терроризировал. Ельцин изображал из себя демократа, а КГБ делало вид, ну, не репрессировало никого. Ну, особо, там, только выделившихся, там, из-под тишка убивали, там, что-то делали. И вроде какая демократия, свобода, казалось, появилась. Такая мнимость демократии и свободы. И тогда по-настоящему, сейчас если по-настоящему русских спросить, россиян, вы согласны то, что в Украине происходит? Они бы сказали, нет, нафиг нам это нужно. Понимаете?
Идет зомбирование, пропаганда, чеченцев убили, и все промолчали. Россияне, я имею в виду. А эти, кто убивал, возвращались домой, бухают, сидят, молодежь собирают. Мы там целую семью вырезали, детей там голову отрезали, там это делали, то делали. Прямо рассказывают, еще денег привез, еще герой, еще бухает, сидит, всем это рассказывает. Но это пример для подражания, гордость. Вот так ковалось общество российское. На чеченской крови, на чеченских убийствах, на чеченских младенцах. И вот они вот сформировали те ублюдки, которые сейчас есть. Вы заметили, в основном там старичья очень много. Это те, кто у нас воевали. Те, кто у нас убивали там. Вся вот эта алкашня. Они думали, сейчас быстренько прошвырнемся. Они помнят, как у них экономический такой подъем произошел, когда они пошли там, унитазы у чеченцев подограбили, там поубивали, золото, коронки с убитых трупов понаснимали. Он никогда в жизни у себя в деревне на бутылку водки денег собрать не мог. А тут он приехал, машину купил, там дом достроил, еще что-то сделал там. И думает, ну надо еще удар сделать. Тут Путин миллионы дает, но надо поехать. Увы, ах. Увы, ах. Так, шалом. Если бы войнахи вернулись из Казахстана не через 13 лет, а через 1300 лет, перестала бы чеченская земля принадлежать им? Марк, конечно же нет. Она наша земля и будет. Так же, как евреи изгнали их там 2000 лет, они скитались где-то и там и так далее. Она также еврейская. Там не только еврейская, там и арабы живут тоже столько же. Это два родственных народа. И, конечно же, никто не имеет права, особенно чеченец, отказывать евреям, говорить, что там не имеют права приехать. Там евреи, между прочим, жили. Туда еще просто вернулись многие. А никогда, чтобы там вообще на палестинской, Самарии, Иудеи или на территории, как нынешняя Палестины, никогда не было, что там евреи не жили, иудеи не жили. Как жили там и греки, христиане жили, как и арабы-мусульмане, арабы-христиане жили. Это все было, конечно же. Это даже не обсуждается, друзья. У меня нет такой. Это моя позиция всем известна. Меня уже объявили там врагом российской агентуры и российские там разные пособники. Объявили меня врагом, но для меня это только комплимент от них. Это уже закат Арашки и ее преступной власти наблюдает весь мир. Надеюсь, что так. Надеюсь, что снова они не выкарабкаются. Пару бы коррупционеров расстреляли, говорит Баванетка, но власть и есть выгодополучатель. Ну, расстреливать во время войны, конечно, это меры, они, может быть, имели бы воздействие, ну, не знаю. Казахи спасли войнахов. Ну, не знаю, спасли, очень много помогли, я скажу. Не только казахи, еще там были люди, но да, казахи очень много сделали. К сожалению, спасли только 30%, чуть может быть более от всего народа. Но, да, конечно же, казахи очень много сделали, и у нас к ним особое отношение, к казахам. Или если дагестанцы еще 800 лет не будут возвращать Аугусский район, он перестанет принадлежать войнахам.
Ну, не знаю, перестанет он принадлежать или не перестанет, но так если исходить, то на Кавказе очень много земель, которые нам принадлежат, сейчас находятся и под не только Ауховский район, на Дагестан, до острова Чечен, который находится в Каспийском море. Это оттуда пошло и наше название, которое нам оккупанты и Российская империя дала это название. И Ставропольский край, и много-много других земель принадлежало нам. Это вопрос, я думаю, Марк, обсуждать даже не стоит. И в Коране, и в Библии, и в Торе везде сказано сыны Израиля. Ну, это все уже, это обсуждать даже глупо. Израиль имеет право. Речь даже не стоит так, что имеют или не имеют. У меня так вопрос вообще не стоит. Ну, речь сейчас идет, даже многие говорят, за преступления, военные преступления, которые совершаются. Но война это преступление. Но никто не говорит, когда, например, прилетает ракета и убивает 25 пенсионеров в Украине, стоящих в очереди. Просто как будто этого не было. Волна, митинги, там вся российская пропаганда, там все заступники, там, они ничего не говорят. Произойдет что-то там, раздувается там до мирового масштаба. За этим стоит не просто вот эти арабы Палестины, там за этим стоит Россия. Вот о чем речь идет, что нагнетается. Понимаете? Дома, когда идет обстрел, Израиль уничтожает какие-то дома, обратите внимание, стоят камеры, ходят люди, причем отойдя уже от этого дома, и не подходят к нему. Это о чем говорит? О том, что их предупреждают, что вот сейчас будет нанесен удар и уничтожен вот этот дом, покиньте. Все отходят, камеру поставили, снимают, смотрят, наблюдают. Когда Россия так наносила удары по роддомам, ни в Чечне, ни в Грузии, ни в Сирии, ни в Украине, и никто об этом не говорит. Да, бывает и преступление. Война это преступление большое. Я желаю мира, и арабам желаю, и евреям желаю, всем на этой земле желаю мира. Единственное, чего я не могу понять, как им сосуществовать арабам Палестины и евреям Палестины, и израильтянам. Как им сосуществовать? Потому что или ты признаешь еврейское государство, или ты враждуешь с ним. Ну а что теперь? Евреям нужно каждый раз ждать, пока к ним ракета прилетит, или какой-нибудь там с ножом, или с автоматом в автобус заскочит. Так уже было это уже все. К большому сожалению, это большая-большая трагедия. И если сейчас то, что происходит, оно аукнется еще на поколение. На поколение. И еще идет эскалация, углубление этого всего. Чтобы вот это закрепилось, ненависть, вот эта злость, вот, чтобы она осталась еще больше. Это же не закончится. А что, евреям нужно еще 50 лет, 100 лет, чтобы их вот это терроризировали, они там воевали. Это же должно когда-то прекратиться. Нужно же созидать, нужно же богатеть, развиваться, размножаться. Ужас, ужас. И это делает Россия и Иран. А Россию выводят за скобки. Вот Россия как будто ни при чем. Иран, да, Ирану там чуть-чуть досталось. А сейчас Россию кто-то все. А самое главное это Россия. Еще с советских времен. Да, ночи, скинь. Да, с нервами у меня все нормально. Скинь. Ужас, конечно. Вот этот защитник арабов Палестины, Хамас, пишет: Сталин гений, Амир султан. Понимаете? Это брат мусульманин, пишет, он мне хочет там задеть меня, хочет уколоть меня, показать. Ты бич, я тебе скажу. Ты меня не можешь ни уколоть, ни задеть. Я могу тебя забанить просто. Идешь ты вслед за русским кораблем на дно.
Ну, я смотрю, это очень активный был. Фантазер, говорит, никогда у чеченцев не было выхода в море. Хабибчик, ты ошибаешься. Ты вообще не знаешь нашу историю. Хабибчик, где он? Так, где он? Подождите, подождите, это ужас. Да, я видел эти, ну, эти я не видел, то, что ты прислал. Ну, а, ужас. Да, не хочу я это смотреть. Да, и это предлагаю забыть евреям. Вот этого не было, хотят сказать. Не было. Да вы что, нет, да 70 лет, туда-сюда. Так вы же договорились, вы что-то вроде бы примирились, какой-то там порядок вроде бы стали наводить там. А тут взяли и такую подлянку сделали. Ну, провокация была. Это русские, это, арабам это не нужно было. Арабам Палестины, арабам сектора Газа это было не нужно. Нужно было вот этим миньонам, вот этим накачанным пропагандой вперед, короче. И они начали уничтожать всех женщин, детей, стариков. А что теперь, евреям забыть это, что ли? И это преступление было, ужасное преступление. Да? А в ответ тоже преступление, наверное, совершают. Говорят ведь, да, многие говорят об этом, совершают. Ну, я желаю мира всем. Я хочу, чтобы это закончилось. Я не хочу, чтобы убивали. Ни эти, никто не убивали. Я хочу, чтобы они... Ну, к сожалению, это, наверное, так не закончится. И это может очень далеко зайти. Очень. К сожалению. Мой прадедушка 13 лет не давал никому селиться в соседний ингушский дом и сам в него не вселялся. Почему большинство войнахов, особенно молодежь, 100% высказывает ненависть к евреям? Марк, ну, 100% ты общаешься с троллятиной больше всего. Огромное количество, понимаешь? Огромное. У меня просто целый список их, вот этих всех каналов, ТикТок, Ютуб, которые я собираю. И идет мощная пропаганда, мощнейшая пропаганда. И вот это и сказывается. Я уже много раз об этом говорил, наверное, тоже слышал об этом. Но вот перед тобой сидит живой человек, который с первых дней, не до 7 октября, еще 23 года, в 21 году все время выступал за справедливость. Не за то, что это Израиль, евреи, а за то, что они правы, где правы. Там я буду говорить правду. И это я высказывал, говорил и буду говорить. И поэтому ведется мощная работа, к большому сожалению. Но я, например, не знаю вот этих 100% чеченцев, которые против там Израиля выступают, еще что-то. Кто-то может там молодняк какой-нибудь, подвергнувшись обработке пропагандистской, может что-то написать. Но кого я не спрашиваю, никому дела нет, если честно. По большей части дела просто нет. Все смотрят на Украину, как Украина выстоит. Потому что наш враг, он там. Он убивает сейчас украинцев. И да, это тоже за арабами, вот этим Хамасом стоят русские. Но их так не видно. Каждому не объяснишь. Даже евреям не объяснишь всем, что за арабами стоят русские. И вот ты видишь, обращаешь внимание, почему вот молодежь пишет 100%, почти 100%, 100% ты пишешь. Большинство войнахов, особенно молодежь, пишет, ну вот пропаганда ведется, большая, мощная пропаганда. Я пытаюсь противостоять этой пропаганде. Ты видишь, что с моим каналом творится.
то 100 тысяч просмотров, то 1000 просмотров. Постоянно серый бан, темный бан там и так далее, и так далее. Идет против нас работа. Помощи никакой нет. Я с первых дней еще, как только канал лет 6, наверное, уже назад, как возникла ситуация, когда обстреляли Израиль из ракет и убили там бабушку, месяц Рамадан тогда это был. Я когда высказал и обратил внимание, я тогда особо не вдавался в еврейско-арабский вот этот конфликт, вопрос этот. И тогда я понял, насколько это все ощутимо и чувствительно для российских вот этих троллей, которые на меня тогда набросились. И вот с тех пор у меня много еврейских друзей появилось, многими я общаюсь, много мне никаких денег, никакой поддержки я не видел и никогда не просил, и мне не нужно, я независимый человек. И то сейчас они переиначат, что я хочу сказать. Но моральная поддержка, комментариям поддержка. Очень хорошо меня поддерживают именно морально, там, в комментариях и так далее. Но за все это время ни на одном еврейском канале меня не пригласили. Да, но с Гарри Табахом я общаюсь, да, я его приглашаю, он меня приглашает. И там один еврейский блогер тоже у меня взял интервью, мы там пообщались немножко за все это время. Ни мои вырезки там нигде не публиковались. А когда сейчас есть тут одни антисемиты, которые ярые исламофобы. И сейчас, я полагаю, чтобы дискредитировать меня, потому что меня связывают, постоянно хотят связать с этим ярым исламофобом, фашистом, и я полагаю, агентом, который действует по заданию, отрабатывает, как говорил Джохар Дудаев. Он там на ислам, там, на мусульман всех гонит. Но он говорит какие-то тоже слова, начал говорить, а был раньше матерым антисемитом. Его куски вырезают и уже на еврейских каналах его помещают. Вот, смотрите, как чеченец нами восхищается. И потом ты задаешься вопросом, почему за все это время столько у меня друзей евреев, столько я уже делаю для того, чтобы познать, предупредить, когда 7 октября еще не случилось, я тогда уже предупреждал, что сейчас будет. После 7 октября призывал всех чеченцев строго. Меня тут клеймили, что я там в могиле, там ролики про меня с американским флагом, еврейским флагом, я в могиле, там горю в аду, там что только не придумали. Никто из еврейских каналов не вырезал мои видео, не распространял и так далее, не делал. И стоило вот этим людям 2-3 слова сказать, и все, на еврейских каналах, но он антиисламскую, исламофобскую там тему ведет. Матерый фашист просто. И причем просто, мне кажется, немножко с головой не дружит. И его берут и размещают. Смотрите, смотрите, распространяют. И складывается впечатление, а может дружба евреям с мусульманами не нужна? Может мне, если я говорю, что я мусульманин, что я чеченец, мусульманин, то может это не нужно? У меня возникают такие мысли. Может это никогда, не то, что мне нужно, чтобы меня где-то размещали, где-то там у меня интервью брали и так далее. Но когда я вижу, что он сам это говорит, я был вчера антисемитом, теперь я все понял там и так далее, и так далее. Антисемитом я никогда не был. Я к евреям относился, я просто не знал всей глубины, и я думал там, ну, есть там какие-то конфликты, там что-то у них там между собой есть. И вот эти вещи, хотя мог там анекдот там рассказать какой-нибудь, но не был никогда. Но вот такие вот вещи возникают, разные у тебя мысли. Думаешь, а может не нужно никому этого? И вы не ведете эту работу, евреи. Вот среди чеченского общества вы ее не ведете, среди мусульман вы не ведете. Вы вместо того, чтобы обвинять русских, вы говорите, русских не всех, Россию, ФСБ, которая стоит за этим, Хамас и так далее, вы говорите там мусульмане. Конфликт с арабами, с двоюродными братьями не религиозный. Не религию признаться, надо же честно, если мы хотим докопаться до истины, мы должны быть честными. Конфликт в Палестине, он не религиозный. Вчера это секуляристы были в джинсах, когда они в Мюнхене захватывали израильских спортсменов,
приехавших на Олимпиаду, а, а, это были большевики, коммунисты, марксисты с красными знаменем, да, Сантос Шакал там поддерживал их, и все остальное. Потом они стали. Идет территориальная борьба. И территориально вы бы давно договорились бы, если бы, как между Арменией и Азербайджаном, если бы не подталкивал кто-то сзади этот конфликт, постоянно подогревал этот конфликт. И вот эти вещи уже, ну, возникает вопрос, ну, не нужно, чтобы мы помирились, чтобы у нас было созидание, что вот сейчас вроде бы адекватные, умные люди говорят, мусульмане, мусульмане. Я мусульманин, мои все зрители, много моих зрителей мусульмане. Мы ничего против евреев не имеем, мы никаких претензий не высказываем, ничего нам от вас не нужно. И я думаю, мы вам ничего не должны. И в итоге получается, что как будто специально нас подводят. И если он исламофоб, то да, вот его берут. Даже если он вчерашний был этот, как его, антисемит. Антисемитизм на России это у вот этих служивых людей это просто одна из таких обязательных норм, чтобы ты был не предателем, а настоящим русским офицером там, и так далее. Вот такие вот вещи. Трудно это все, сложно это все. Нам надо постараться остаться людьми и не доводить это дело до какого-нибудь глобального масштабной провокации. Как-то так. Как-то так, друзья. Так. Эльгрек, уважаемые дорогие чеченцы, Израиль выступил и, кстати, был единственной страной, когда выступили против геноцида, который устраивала российская страна против чечен. Да, я знаю это. Большая благодарность. И не только в этом случае, и еще про 44-й год и 57-е годы. Мы это тоже много раз говорили, говорим, и вы, конечно, благодарны нашим горским евреям, очень благодарны за то, что и тогда поступили, и когда вот во время Дудаева, когда Израиль, там одного-два голоса не хватило, чтобы Кнессет призвал и прекратить войну против чеченцев. И, кстати, об этом Дудаев говорил, почему маленький Израиль говорит, а Турция, наша большая, там, мощная и так далее, не говорит. Он это прямо говорил турецкому журналисту. Это правда, друзья. И нам нужно объединяться, искать точки соприкосновения, а не разделения. Зачем делать из меня, из чеченцев нам врагов? Зачем нам делать из евреев врагов? Не нужно. Нам нужно созидать, нам нужно взаимодействовать. Но вот ситуация такая. Пока такая. Все, на этом я свой стрим заканчиваю, друзья. Всего самого хорошего. Адикюэль Маш Оль. Всего хорошего, друзья. До свидания.